Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. Женские инициативы «Время действовать». Масштабный всероссийский форум под таким названием прошел в Грозном. Его посетила и председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Традиции чеченского народа всегда отличались особым, предельно уважительным отношением к женщине, к матери. Глава региона провел совещание на тему социально-экономического развития Наурского района. Приняты меры по решению проблемных вопросов. В Наурском районе от Баймаха проделаны огромные работы, направленные на решение острых социальных, экономических проблем. 72 человека стали выпускниками Российского исламского университета имени Кунта Хаджи. Дипломы вручили в торжественной обстановке. Мы благодарны всем преподавателям, которые вложили свои силы и душу в наше обучение. В Ачхой-Мартане грядут преобразования. После получения статуса города там не прекращаются масштабные стройки. По поручению главы Чеченской Республики проводится огромная работа. С рабочим визитом Чеченскую Республику посетила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Рамзан Хаджи Кадыров провел с ней личную встречу. Обсудили целый ряд актуальных вопросов социально-экономического развития региона. Гостья подчеркнула позитивную демографическую обстановку. Обо всем подробнее в следующем материале. Сразу по прибытии в Грозный председатель Совета Федерации в сопровождении главы региона отправилась в мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь она почтила память первого президента республики и посетила музей, где ей показали воссозданный рабочий кабинет первого национального лидера чеченского народа. Рабочий кабинет первого президента Чеченской Республики, все предметы уникальные, это подарок правительства Чеченской Республики. Единственное, здесь отсутствует стены между приемной, рабочим кабинетом и комнатой отдыха. Ну и на стенде мы еще вывесили некоторые копии указов, распоряжений первого президента, чтобы показать, каким вопросам он придавал приоритетное значение. Социальная политика, образование, развитие культуры. В общем, Он был очень образованный, потому что он был величайший государственный политический деятель, но он еще был очень образованный личность. И вот на столе, это рабочий его стол, там документ, последний документ подписан. Его последний роспись, как он убивает. 6 мая 2004 года. Перед тем, как покинуть музей, Валентина Матвиенко оставила запись в книге почетных гостей. Затем спикеру Совета Федерации показали одну из самых больших школ России, строящуюся в Байсангуровском районе Грозного. Она рассчитана на 2500 учащихся. Работы близятся к завершению. Этот проект мы условно разбили на 6 корпусов. Здесь мы сейчас у центрального входа находимся. Мы планируем в этих 3 корпусах разместить начальную школу и, соответственно, основная и среднюю школу. Этот корпус мы назвали центральным корпусом. Здесь мы расположили столовую на первом этаже на 1250 посадочных мест. На втором этаже у нас 3 спортзала, поскольку мощная школа большая. И за счет усиления несущих конструкций 1 и 2 этажа мы запроектировали на 3-м этаже большой актовый зал на 1180 мест. Это будет у нас самый большой актовый зал во всей республике. Затем состоялась рабочая встреча Рамзана Хаджи Кадырова и Валентины Матвиенко. Глава региона показал проект нового района Грозного, который будет носить имя президента России Владимира Путина. Строим новый район имени нашего президента. Вот. Общей площадью 3 миллионов квадратов жилья. 3 миллиона? Да. Ну, в год, по-моему, 1 300 000 строить. А сколько, я не помню сейчас. Да, 8 миллионов квадратов, а мы на первом месте почти 5-6 этажей мы построили. Школа, детские сады, спортивные объекты. Да, надо уже комплексно. Парки полностью. Это будет не хуже, чем Дубай или какие-то другие города. Там все очень красиво. Обсудили социально-экономическую обстановку в регионе. Гостья поделилась впечатлениями от увиденного. Она подчеркнула, что благодаря пристальному контролю главы региона в республике удается достигать высоких показателей по всем направлениям. То, что я сегодня увидела, ну, просто поражает воображение, как можно
так созидательно много сделать для своей республики, для своего народа. Огромные изменения, колоссальное движение. Это касается экономического развития. Знаю, что вы вообще всему уделяете личное внимание, но экономическому развитию это новые инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты. Это проект нового квартала, который на самом деле будет один из лучших территорий комплексного развития с красивейшей архитектурой, с социальными объектами. Развивается строительный технопарк. Строится малая гидроэлектростанция «Казбек», которая позволит повысить уровень энергетического обеспечения республики. Рамзан Хаджикадыров напомнил, в каком состоянии находилась республика в послевоенное время. Уровень безработицы на тот момент достигал 76%. Абсолютно все отрасли находились в упадке. За 20 лет благодаря общим усилиям удалось преодолеть все трудности. И сейчас важно не сбавлять темп, отмечает глава региона. У нас школы не работали, больницы не работали, детские сады не работали, спорткомплексы не работали. У нас ни дорог, ничего не было. Когда я стал на работу, председателем правительства, у нас была 76 безработица процентов там. А у нас тогда миллион населения не составляло. Сейчас у нас 1 560 000 населения, около 7-8% безработица. И с каким трудом мы это добились, этого им непонятно. И поэтому достучаться до них, что у нас зарплата ниже по России, ниже всех зарплата, это они не понимают. И мы должны с пониманием относиться. Мы не просим дополнительные льготы или дополнительные прерогативы для нас. Мы просим, чтобы соблюдали те направления, которые существуют для всех субъектов Российской Федерации. Когда им это говоришь, им не тепло, не жарко. И поэтому спасибо действительно, что вы приехали. Я думаю, что вы просто это не оставите там. Вы не имеете права это просто оставить. Вы государство, он не последний человек. Поэтому если столько учителей там страдает, столько там проблемных вопросов, там надо заслушать людей, которые так относятся. Если президент говорит, проблема есть, демографическая проблема, там, если мы эту проблему решаем, то параллельно надо решать этого региона проблемы там. Рамзан Хаджикадыров тепло поблагодарил гостю за визит и выразил уверенность, что общими усилиями республика сможет достичь еще больших результатов. Ислам Ершов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Время действовать. Под таким лозунгом в Грозном прошел Всероссийский форум женской инициативы. Инициатор мероприятия – первый заместитель руководителя администрации главы правительства, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова при поддержке Союза женщин России. Посетили форум высокие гости, в том числе глава региона и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Карьерные возможности для женщин растут, и эту тенденцию надо продолжать. Таков один из главных тезисов Всероссийского форума «Женские инициативы. Время действовать». Масштабное событие собрало в столице Чеченской Республики большое количество гостей. Глава региона Рамзан Хаджикадыров и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подписывают хартию за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей. Хочу вам сразу предложить подписать хартию солидарности за возрождение, сохранение традиционных семейных ценностей. С удовольствием такую партию подпишу. Да, с удовольствием. Пожалуйста. Нет, я после вас. Я после вас. Партия с подписью Рамзана Ахматовича будет очень дорого стоить. Очень, да? Очень. Будет как антиквариат. Ваша подпись. Гостей знакомят с выставкой прикладного искусства, а уже в главном зале Дворца торжеств имени Дагуна Амаева начинается пленарное заседание. Инициатор форума, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова, выступает со вступительным словом. Добрый день, уважаемые гости и участники Всероссийского форума «Женские инициативы. Время действовать». Искренне рада приветствовать вас всех на моей родной гостеприимной земле, где женщины во все времена занимали особенное место в обществе. Из истории становления нашей огромной страны мы знаем многих великих и удивительных женщин,
оставивших свой след. Рамзан Хаджи Кадыров отмечает, что темы форума крайне актуальны в нынешнее время. Ведь традиционная семья – это основа общества. И для Чеченской Республики эти вопросы особенно важны. Все заявленные на форуме темы актуальны как для нашего региона, так и для всей России. Особенно хотел бы отметить такие, как многодетная семья, укрепление духовных ценностей. 2024 год в России объявлен годом семьи. Поэтому очень важно обсуждать эти вопросы и обмениваться опытом. К примеру, в Чеченской Республике 2017 года работает комиссия по воссоединению распавшихся пар, которая помогла воссоединить 2654 семьи. В этих семьях растут 5000 детей, детство которых теперь будут полноценным и здоровым. Глава региона вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики. Награждается орденом Кадырова Матвиенко Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Медалями «Нейнанси. Материнская слава» награждены матери бойцов из Чеченской Республики, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в ходе СВО. Председатель регионального отделения Союза женщин России Сацита Уцаева награждена медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Также председатель Союза женщин России Екатерина Лахова и женщины, работающие в разных областях и достигшие больших высот, награждены благодарственными письмами главы Чеченской Республики. Награждаются медалью «Ненанси. Материнская слава» Далаева Кубану Байгираевна, мать Далаева Хизира Салмановича, погибшего при исполнении служебного долга. Мурыкова Марха Сайпиевна, мать Мурыкова Аслада Алавдиновича, погибшего при исполнении служебного долга. Давлетукаева Зайнаб Хажаевна, мать Давлетукаева Нурида Усмановича, погибшего при исполнении служебного долга. Дамбаева Зина Татаевна, мать Дамбаева Магомеда Мусаевича, погибшего при исполнении служебного долга. Хасуханова Ухман Баудиновна, мать Хасуханова Анзора Руслановича, погибшего при исполнении служебного долга. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что культура и традиции чеченского народа всегда отличались особым предельно уважительным отношением к женщине. Прежде всего, хочу сердечно высказать благодарность уважаемому Рамзану Ахматовичу Кадырову за возможность в этот особенный год, объявленный президентом годом семьи, провести такое замечательное мероприятие в Чеченской Республике. Поблагодарить вас, глубоко уважаемый Рамзан Ахматович, за оказанное гостеприимство, радушие, такой прием в лучших чеченских традициях. И, конечно же, я очень тронута. Спасибо вам большое за оказанную мне честь награждения высокой наградой орденом Кадырова. Это меня ко многому обязывает. Не случайно мы встречаемся именно здесь, в Грозном. Ведь, как известно, культура, традиции чеченского народа всегда отличались особым, предельно уважительным отношением к женщине, к матери. Чеченская Республика – это единственный регион России, где даже есть специальный праздник – День чеченской женщины. Я вас, дорогие подруги, поздравляю с этим наступающим праздником. Завершая выступление, Валентина Матвиенко вручила Рамзану Хаджи Кадырову благодарность председателя Совета Федерации за многолетний и добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики. Распоряжение председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики объявить благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации главе Чеченской Республики, герою России Кадырову Рамзану Ахматовичу.
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова подчеркнула, что форум призван способствовать расширению участия женщин во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни государства. Она вручила главе Чеченской Республики награду Союза женщин России, памятную медаль Гризодубовой. И мне бы хотелось особые слова благодарности выразить, конечно, главе Чеченской Республики, герою России, государственному деятелю, патриоту, защитнику Отечества Рамзану Ахматовичу Кадырову за возможность провести такое важное социальное мероприятие непосредственно на чеченской земле, в городе Грозный. Вы знаете, вот за последние годы Чеченская Республика это стало одной из таких благодатных и красивейших мест у нас в России. Наряду с тем, что развиваются высокотехнологичные предприятия, у них вырастают высотные дома, строятся новые больницы, открываются новые театры. Конечно, хотелось, чтобы школы тоже было в том количестве, в котором это необходимо. И я думаю, этого они тоже добьются. Вот. Но мне бы хотелось поздравить всех жительниц Чеченской Республики, мам, жен, девушек, девочек с наступающим праздником, Днем чеченской женщины. Это самый радостный ваш цветочный праздник, как вы его называете. А чеченская женщина, она была всегда хранительницей традиций, хранительницей национальной культуры, она была хранительницей семейного очага и, конечно, надежной опорой. Награждается памятной медалью имени Валентины Степановны Гризодубовой Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики, Герой России. Памятной медалью дочерям отчизны награждены вице-премьер правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова и первый заместитель руководителя администрации главы и правительства, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова. Награждается памятной медалью дочерям отчизны Кадырова Айшат Рамзановна, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Награждается памятной медалью Союза женщин России Кадырова Хадижа Рамзановна, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики. Масштабное мероприятие организовано Чеченским региональным отделением Союза женщин России совместно с Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Участие принимают делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального, Приволжского, Уральского, Южного, Северокавказского федеральных округов. Деловая программа охватывает широкий круг актуальных вопросов, волнующих женское общество. Шамиль Эрсанбиев, Артур Хациев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Он прибыл в Грозный с рабочим визитом. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся как общероссийской профсоюзной деятельности, так и специфики работы в нашем регионе. Всегда желаем процветания и благополучия Чеченской Республики, как и всей стране. Потому что наша-то задача так, чтобы все люди достойно работали, достойное рабочее место было, чтобы достойную заработную плату получали. И не было опасных факторов на производстве. К сожалению, сейчас для наших ряда просто работников, те, которые вот близко к Украине, на рабочем месте есть факторы риска, гибнут люди, и медики, и работники ЖКХ, и электрики, которые восстанавливают, там, и газовики. Поэтому на сегодняшний день наша общая задача, конечно, как можно скорее с этими террористами и как вы говорите, с шайтанами закончить. Но со своей стороны мы, конечно, оказываем не только гуманитарную помощь, но и партию бронежилетов отправляем именно для защиты на фронт ребятам, это само собой. Ну, так сказать, это не только мы делаем. А мы сейчас специальные партии отправляем для работников вот этих дежурных бригад, которые устраняют там разрушения, устраняют там и выполняют свои функции, но подвергаются риску. Вот это. Поэтому это наша общая задача, общая цель, и я уверен, что мы с этим справимся. Главу региона наградили памятной медалью «30 лет ФНПР», а руководитель профсоюзов Чеченской Республики вручил Рамзану Хаджи Кадырову медаль «100 лет Федерации профсоюзов Чеченской Республики». Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой лидер субъекта наградил уже Хусейна Салтагиреева.
Также глава региона встретился с известным российским режиссером и актером Никитой Михалковым. Он прибыл в Грозный в рамках работы 5-го Всероссийского фестиваля национальных театров Федерации. Михалков поделился впечатлениями от визита, отметив, что с теплотой относится к Грозному, где 50 лет назад снял свою первую художественную картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». Спасибо огромное, что пригласили. Мы смотрим за вашими передачами, очень такие доходчивые, правильные такие, прям много берешь хорошего там, для всего и вся. Это важно, для меня очень дорого. Главное, молодежь смотрит. Да. 12 миллионов зрителей, слушай. Говорящий пенсионер, слушай. Но, что принципиально, ни одной копейки ни с канала, ни с государства, все за свой счет. И ни одной минуты рекламы. И все. В завершении встречи Рамзан Хаджикадыров присвоил Никите Михалкову звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Гость, в свою очередь, подарил главе региона ручку с флеш-накопителем, содержащим 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ». В преддверии дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Рамзан Хаджикадыров посетил Стамбул. В первую очередь делегация из Чеченской Республики направилась во дворец Топкапы. Здесь представлена священная коллекция, среди которых личные вещи лучшего из людей. Нашего пророка все эти оружия, вот обувь, вот те башмаки, слово башмак идет это басмаки. Басмаки, то есть обувь святая, которая ступала его нога. Салаллаху вассалям, вот все то, что использовал. Пророк использовал, да? Да. Рамзан Хаджикадыров также побывал на съемочной площадке известного турецкого сериала «Основание. Осман». Там делегацию из Чеченской Республики встретили со всем радушием. Başkanım hoş geldiniz. Maşallah. Her şey yolunda. Yarın okuma provası var. Sizi gördük, çok mutluyuz. Agin hasayteşem. Sanki evime geldiğim gibi hissediyorum. Burası sizin eviniz. Sürpriz oldu. Rahatsama da bu. Bir gezdirelim abi başkanım. Nasıl? Глава региона провел очередное совещание по социально-экономическому развитию. Черед дошел до Наурского муниципалитета. Рамзан Хаджикадыров заслушал доклад руководителя района, а также выслушал проблемные вопросы от глав сельских поселений. В районе активными темпами идет развитие сельского хозяйства, ведется строительство объектов сфер здравоохранения, образования, культуры и многое другое. Подробности далее в сюжете. Теме развития Наурского района посвящено очередное еженедельное совещание с главой региона. В муниципалитете строится все больше социальных объектов. Развивается сельское хозяйство, появляются новые рабочие места. Салам алейкум, совещание встреч продолжается в новом формате. Обсуждаем социально-экономическое развитие муниципальных районов. Наурский район Ваймаха проделана огромная работа, направленная на решение острых социальных, экономических проблем. Вместе мы построили социальные объекты, образовательные учреждения, дороги, смогли создать лучшие условия для проживания граждан. В ходе совещания была отмечена помощь району от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Благотворительная организация оказывает всестороннюю поддержку населению. От лица всех жителей района и от себя лично выражаю огромную благодарность руководителю регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова, Далгазат Обалдойсина, Аймане Несиине Кадыровой и вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы сделали для Наурского района и его жителей. Мялдин Долгомадал Саут Обалдойл. В районе строятся объекты здравоохранения, образования, культуры. Все работы направлены на улучшение условий проживания граждан, отмечает руководитель муниципального образования Резван Джанхотов. Общее количество сельскохозяйственных предприятий, организаций хозяйств на территории Наурского муниципального района на отчетный период составила 152 единицы. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 169 238 гектар. В 2024 году средняя урожайность зерновых по сельскохозяйственным составила 21,7
центнеров с гектара. В 2023 она была 18,3. До 2021-2024 года реализовано 10 инвестиционных проектов на общий объем инвестиций 538 миллионов рублей. И создано 55 рабочих мест. Все достижения и успехи, реализованные на сегодняшний день, это только начало, отмечает глава региона. Дальше больше. Это все начало, сделано первый шаг, и самый трудный шаг, можно сказать, мы выходим из котлована. Дальше будет легче, лучше строиться, да, молодон. Это будет радовать глаз населения, все главы до муниципальных образований, населенных пунктов, до Шавиги, все должны привлекать инвестиции. На самом деле, киоски, на рабочие метки есть, самым диком есть, Рамзан Хаджикадыров заслушал и проблемные вопросы, которые требуют скорейшего решения. Благоустройство Ахтергуевич, Лохона Гостел Хердартонцуна. Эчи, благоустройство. Мегадан, встречу, ой, хажа, чья глава администрации Калиновского сельского поселения Турпалханова Зарина Тхаюрта Цажим Некбу, который требует укладки тротуара, Ахтхунцутя, Годиче, Бокка Хербартинах. От солдок белаш миналче, да тротуар хунца белаш сигеда. Болову, мегадан, дерезон. Развитие муниципальных образований должно быть ориентировано на удовлетворение реальных потребностей граждан, подытожил Рамзан Хаджикадыров. Ислам Мершов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Российском исламском университете имени Кунта Хаджи состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. Документы об окончании вуза получили 72 человека. Они не только смогут стать имамами в мечетях, но и работать советниками по духовно-нравственному воспитанию в школах. Сюжет Хавы Айдамировой. В стенах Российского исламского университета имени Кунта Хаджи царит атмосфера волнения и радости. Выпускники, завершившие 7-летнее обучение исламским наукам, получают свои дипломы. Поздравить молодых специалистов прибыли почетные гости, среди которых руководитель администрации главы и правительства Республики Галас Таймасханов, председатель парламента Шайд Джамалдаев, а также советник главы региона, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. خينا شيء محكحة أيضا نادين خيل دوش دولو حقيقة حق دلع وين دائما حقا دوي إذا يرسن دوش دولو دبلوم كرا ديلا متعلم أرول جدينا حق علم نحول شتكودو تعلما يوق غال خلشي غالا نحول شتوح دوغا خل بس علما جوع ولا كده علم عام وشون حلوش دوغ وشون أول سارة تغن وشي إسلامسكي образовательный вуз югара там шик хадел ларига илман до душуна от до на да берка яца да тофе уэлшин. Галас Таймасханов зачитал приветственные слова от главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Здесь же он передал ректору вуза Абдурахиму Мутушеву ключи от автомобиля. Подарок приобретен за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Российскому исламскому университету имени шейха Кунта Хаджи Кишиева исполнилось 15 лет. Сегодня мы чествуем наших выпускников. Воистину это большое событие. Студенты, окончившие университет имени святого устаза, великого авлия шейха Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, который был духовным лидером, наставником мусульман, должны следовать заветам устаза, быть образцом для подражания во всех аспектах духовного образования. Мне особенно приятно, что университет добивается хороших результатов в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Ректор университета с благодарностью отметил неоценимый вклад главы республики в развитие образовательного учреждения и становление системы религиозного образования в регионе. Возрождение религии, в частности, в нашем регионе, это прямое следствие пристального внимания нынешнего руководства республики
последовательно украшающая сокровенные идеи первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзана Ахматовича, как достойный сын своего отца, исполнил мечту и дал возможность нашим студентам учиться у себя дома, без отрыва от семьи и близких, и получать не менее качественное образование, оберегая их от влияния чуждых нам течений. Ключи от этого вуза в 2009 году он поставил перед нами задачу построить такую систему исламского образования, чтобы никто не мог сбить нашу молодежь с истинного пути. Выпускники, в свою очередь, выразили признательность своим наставникам и родителям за поддержку и знания, полученные за годы учебы. Они заявили о готовности применить свои знания и навыки на благо общества и продолжать совершенствоваться в своем призвании. Мы благодарны всем преподавателям, которые вложили свои силы и душу в наше обучение и тем самым способствовали нашему росту как личностей. Особую благодарность я хочу выразить от всех выпускников нашего университета главе нашей республики Рамзану Хаджи Кадырову. Благодаря его видению и решимости наш университет стал мощным центром исламского образования и науки. Благодаря ему предоставлена нам уникальная возможность учиться и развиваться в условиях, которые содействуют не только нашему профессиональному, но и духовному росту. Обучение в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи завершил 11-й поток студентов. Дипломы выпускникам передал Шайд Джамалдаев. غور وشرعت وديقنا واستغل حبيح كانش دايريز خيل على الوردر هاروني نستعد خيل روي قوما وي بوسامنا انا دوق وقع بو دوق دوقر. Вручение дипломов состоялось в рамках Всероссийской научно-практической конференции, посвященной роли религиозных образовательных организаций в укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истории. Здесь собрались ведущие богословы, ученые и представители религиозных организаций из разных регионов России. Как мы знаем, 2024 год объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. Перед государственными, общественными и религиозными организациями стоит задача по защите традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Совместными усилиями мы не должны допустить ни явного, ни тайного проникновения в нашу культуру и в наше общество деструктивных идеологий, разрушающих семью, коллективную мораль и в конечном итоге все человечество в целом. Российский исламский университет имени Кунта Хаджи начал свою историю в 2009 году. Здесь готовят специалистов в области шариатских наук и теологии. Большинство выпускников трудоустроены в сфере образования и религии, преподают духовно-нравственное воспитание и работают имамами в мечетях. Хава Айдемирова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. Российский блогер из Смоленска Кирилл Турков принял ислам в Грозном. Шахаду он прочитал в стенах Духовного управления мусульман республики в присутствии муфтия Салаха Хаджи Межиева. Кирилл взял себе новое мусульманское имя – Карим. Ашхаду. Ашхаду. Я свидетельствую. Я свидетельствую. Ан ла илаха. Ан ла илаха. Что нет Бога. Что нет Бога. Достойного поклонению. Иллаллаху, кроме единого Всевышнего Аллаха. Ва ашхаду, я также свидетельствую. Анна Мухаммадан, что Мухаммад является Расулуллахи, его посланником и пророком. Где-то 2 года назад я начал изучать ислам и вести канал на ютубе. Дело в том, что я очень осознанно подходил к этому и максимально не спешил с вопросом. Я очень много изучал. Ислам мне очень
близка была религия, потому что у меня было очень много друзей-мусульман, которые потихоньку начали мне рассказывать про религию. И когда я много путешествовал, я очень много путешествовал вообще по миру, я сталкивался с добротой мусульман, с их отзывчивостью, с их верой. Я видел каждый раз, как мусульмане молятся, совершают намаз, соблюдают Рамадан. Я начал потихоньку приходить к этому, я начал читать, я начал видеть пользу в столпах ислама, в имане, в Рамадане, в правилах, как должен себя мусульманин вести. Потому что многие не знают на самом деле, что на самом деле ислам. Они видят ислам, кто-то увидит там эсмили, там от знакомых, да, они не знают, что ислам в первую очередь это скромность, это уважение родителей, это, как сказать, скромность и в еде, и в достатке, отвержение к мирскому. Мне это подходило, потому что я такой человек, который не гонится за этим. Итальянские футбольные фанаты выразили протест против игры с израильской командой. А в Пекине студенты, обучающиеся на имамов, прошли военную подготовку. Об этих и других новостях в нашей рубрике «Умма». В Пекине студенты Исламской теологической семинарии, обучающиеся на имамов, прошли недельную военную подготовку. Власти Китая считают, что военная подготовка для будущих имамов важна не только для физической выносливости и дисциплины, но и для патриотического воспитания в контексте идей коммунизма. На учениях будущие имамы выполняли задания в военной форме с флагами Китая. 50 итальянских футбольных фанатов демонстрировали протест против проведения матча Израиль-Италия, повернувшись спиной к игрокам во время исполнения израильского гимна. Следующий матч запланирован в итальянском Удине, но мэрия города пока не дала разрешения на его проведение. Израиль переносит свои домашние матчи в Венгрию из-за опасений по поводу безопасности. На Казанском международном кинофестивале «Алтын Минбар» был представлен документальный фильм египетской режиссерши Манар Эль-Зохири «Мы могли бы исчезнуть». Лента рассказывает о судьбах 3 девушек, выросших в консервативных семьях и приехавших в Каир в поисках лучшей жизни. Каждая из героинь сталкивается с социальными и политическими изменениями, а также с множеством стереотипов о роли женщин в обществе. Все должны быть скромными, не только женщины. Мы забываем о мужчинах, слишком много говоря о том, какой должна быть женщина, заключает одна из собеседниц режиссера. Фильм поднимает важные вопросы о самовыражении и борьбе за право заниматься любимым делом, отражая изменения в восприятии женских ролей после революции. Эль-Зохири делится своим опытом создания независимого кино, стремясь показать влияние внешних факторов на личность. Совет по американо-исламским отношениям подал жалобу о нарушении гражданских прав в отношении университета Джорджии, обвинив вуз в дискриминации студентов палестинского, арабского и мусульманского происхождения. Совет утверждает, что университет нарушил закон о гражданских правах, который запрещает дискриминацию по расовому, религиозному и национальному признаку. Жалоба направлена в Министерство образования и требует проведения федерального расследования. Мусульманские правозащитники заявили, что университет не предпринял достаточно мер по защите палестинских студентов от дискриминации. Университет отвергает обвинения. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В 8 районах Чеченской Республики прошли выборы в Советы депутатов городских и сельских поселений. В этих муниципалитетах зарегистрированы больше 120 тысяч избирателей. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Избирательные участки открыты для голосования с 8 утра и до 8 вечера. В выборах участвуют 560 кандидатов от 3 политических объединений – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» и «Самовыдвиженцы». Они будут бороться за 290 депутатских мандатов. Голосование проходит на 60 избирательных участках, которые обеспечены телефонной связью и технологическим оборудованием, кабины для тайного голосования, стационарные и переносные ящики, информационные стенды и так далее. Выборы в Гудермесском районе, как и везде, начинаются ровно в 8. Здесь молодежь, взрослые и все, кому не безразлично будущее своей республики. Жительница Кошкильдинского сельского поселения Зинаида Хусаинова пришла на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Мы всегда проходим на выборы, мы должны участвовать, должны проходить. Даже свою семью мы пригласили, чтобы они проголосовали здесь. Мы ждем, чтобы наши, которые мы выбрали, наши депутаты, были заинтересованы в вопросах нашего села, что нам нужно, какие наши проблемы, чтобы решал. Как мы знаем, депутат «Слуга народа», и мы думаем, что новоизбранные наши депутаты будут смотреть на нужды нашего села.
то, что нам нужно, как говорится. Более 120 тысяч избирателей зарегистрированы на территории муниципальных образований, в которых проходят выборы в единый день голосования. Для того, чтобы жители нашего села смогли проголосовать, для них созданы все условия. Выборы для нас важны, потому что в селе есть вопросы, которые должны будут решаться с помощью депутатов сельского поселения. Я желаю, чтобы эти депутаты смогли плодотворно проработать свой срок и принести пользу нашему селу. За ходом выборов следят 258 наблюдателей от кандидатов, избирательных объединений и Общественной палаты Чеченской Республики. Хава Ахмадова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном прошло торжественное открытие 5-го Всероссийского фестиваля национальных театров Федерации. Он собрал представителей театрального искусства страны. Также у здания Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова открыли памятник, посвященный герою Советского Союза, именем которого назван театр. Сюжет Халимат Шахидовой. Толпа зрителей уже собралась у здания драматического театра, все в предвкушении начала мероприятия, открытия 5-го Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Перед стартом торжества проходит не менее важное событие – открытие памятника герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову. В своем выступлении министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов поздравил гостей с открытием. Сегодня для нас радостное событие, отныне памятник великому сыну чеченского народа, герою Ханпаше Нурадилову, будет стоять у Чеченского государственного драматического театра, который был назван в его честь. Этот значимый шаг символизирует уважение к нашей истории и общей памяти тех, кто своими подвигами защищал нашу Родину. По окончании официальной части проводится церемония возложения цветов к памятнику. На сцене под открытым небом начинается церемония открытия фестиваля. Для гостей подготовили насыщенную программу, состоящую из национальных песен и танцев. Сегодня я смотрю радостные лица, восторг от людей. Очень рады мы такому знаменательному событию. В первый день фестиваля зрителям представили спектакль «Найти ковчег» по пьесе известного чеченского драматурга Мусы Ахмадова. Это история о ветеранах афганской войны, которых судьба разбросала по разным уголкам мира. Часть выступления прошла в Государственном русском драматическом театре имени Михаила Лермонтова. Спектакль «Ночь затмения» поставил Атнийский татарский государственный драматический театр. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. С момента присвоения статуса города Чхой-Мартану там происходят колоссальные изменения. Обновляются коммуникации, строится большая районная больница, многоквартирные дома, прокладывают асфальт. Изменения коснулись всего муниципалитета. Там побывала Хава Айдамирова. Чхой-Мартан активно развивается, реализуется комплексный план, направленный на повышение качества жизни его жителей. Строительство центральной районной больницы в Чхой-Мартане идет активными темпами. Она обеспечит современное медицинское обслуживание для всех жителей района. Ее общая площадь более 37 тысяч квадратных метров. По поручению главы Чеченской Республики проводится огромная работа. На территории города Чхой-Мартан продолжается строительство многоэтажных домов. МКД строится 12-этажные 5 домов, строятся торговые павильоны, строятся оптовые склады, АЗСы. Более того, проблемным вопросом на все время Чхой-Мартановского целого района оставалось это отсутствие, в принципе, по большому счету, отсутствие больницы по поручению главы Чеченской Республики. И эта проблема Чхой-Мартановского района на стадии закрытия. Больница для нас строится. Параллельно с этим в молодом городе строится 8 семиэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Сдать планируют уже в октябре. Сейчас у нас ведется работа, отделочные работы.
газификация идет, водоснабжение идет, благоустройство тоже у нас идет, автодорожные работы тоже ведутся у нас, строится проспект. Работа идет с большими темпами. Мы еще дополнительно привлекли рабочую силу, рабочую технику. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется проект возведения 5 многоквартирных домов. Комплекс будет состоять из 12-этажных зданий с элитными квартирами, коммерческими помещениями на первых этажах и благоустроенной территорией. Проект позволит решить проблему дефицита жилья, привлечь инвесторов, а также создать комфортные условия проживания. Первый дом уже 3-й этаж строит, а второй дом тоже поднимается. И 3-й дом тоже котлован разработки. Проект Чохас хрел сюда, мало. Шавы грезол чал. Наверное, по идентикаметке рел шу. Штаб обещал только за. Проект 27 год. К концу года сдать рел шу полный. При дом проект дал мало, дал ницла. Помимо новостроек в городе Ачхой-Мартан обновляется инфраструктура, расширяются дороги. Продолжаются работы по строительству новой ливневой канализационной сети. Также ведется благоустройство территории вокруг пруда, который станет местом отдыха для жителей. 400 канализационный коллектор. 1 сентября где-то 600 метров. Шейколоч и промежуточный. Техника, шейга, елшу, материал, инструмент, Ачхой-Мартан станет современным и комфортным городом, а вместе с ним преобразится и весь район, уверены местные жители. Хава Айдамирова, Юсуп Жиев, Ибрагим Батаев. Неделя. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.